Встреча глав Всемирного уйгурского Курултая и малазийских политиков 14 января еще раз показала искренность малазийских властей. Эта новость стала очередным позитивным импульсом в укреплении дружбы между двумя народами. В составе делегации были глава исполнительного комитета Омар Канат, глава Американской уйгурской ассоциации Ильшат Хасан и глава комитета по делам религии Тургунжан Алавдун. По словам Ильшата Хасана, целью визита является подробное информирование малазийских властей о проблеме уйгурского народа. Делегация также встретилась с муфтием Малайзии. Были проведены переговоры и принято решение подробного информирования остальных стран исламского мира о вопросе Восточного Туркестана. В процессе переговоров малазийская сторона попросила предоставить аудио и видеоисточники для использования на телевидении и в печатных изданиях. Малайзия намерена довести до сведения мирового сообщества о своей поддержке народу Восточного Туркестана. Малайзия – это одна из юго-восточных стран, наиболее подверженных китайскому влиянию. Премьер-министр Малайзии выразил обеспокоенность и уведомил правительство о том, что китайский проект «Единый пояс, единый путь» – не что иное, как попытка превратить Малайзию в зависимое от Китая государство. В результате массового задержания и заключения уйгурского народа многие специальности и рабочие места оказались свободными. Это привело к нехватке специалистов в уйгурском регионе. По сообщениям местных СМИ, в этом году в таких областях, как Якян, Йопурга, Чин, Кызылсу и Или было объявлено о большом количестве вакансий по различным специальностям. Китайские власти заполняют места рабочих и специалистов уйгуров ханьцами, которых приглашают из внутреннего Китая. У рабочих и специалистов ханьцев уровень жизни и заработная плата намного выше, чем у местных. 1 января текущего года во всех областях уйгурского региона было объявлено о приеме до 13 тысяч работников. Несмотря на то, что Китай отрицает существование лагерей и называет подобные места школами для профессиональной подготовки, число выпускников и трудоустроившихся заключенных неизвестно. Институт здоровья ребенка советует запретить детям просмотр фильмов и игр на телефонах за час до сна. Экраны современных устройств сильно влияют на зрение, мозговую деятельность и качество сна. Данный запрет призван расслабить ребенка и подготовить его ко сну, так как использование электронных приборов с экранами сильно раздражает нервную систему. В институте был проведен опыт, в котором участвовали 109 детей. Все дети перед сном регулярно использовали электронные устройства и смотрели телевизор. У 88% детей ухудшился сон, а у 18% коммуникация с родными и окружением. У детей начались проблемы с учебой и ухудшилось здоровье. Полностью отказаться от телефонов, телевизоров и компьютеров невозможно, но необходимо строго контролировать время, проведенное детьми за экранами данных устройств. Ранее американскими специалистами был разработан дрон со специальным сенсорным датчиком для сбора данных о влажности и количестве удобрений на посевных полях. Однако из-за большого расхода энергии данные были неточными. Специалисты из Вашингтона создали биологический сенсор. В сенсоре располагается бактерия, подробная информация о которой не разглашается. Данный сенсор установили на одну из свободно пасущихся пчел. Данные, собранные сенсором, точные и исключают какую-либо погрешность. Посредством этого сенсора ученые намерены получить информацию о передвижении пчел, их реакции на изменение климата и ядах, используемых ими для охоты на насекомых. Сенсор очень легок, объем памяти составляет 30 килобайт. Полученные данные в будущем принесут пользу сельскому хозяйству.